Значит, сейчас мы можем разобрать историю молодого парня, ему 29 лет. Он любитель, любит спорт, занимается спортом и периодически страдает от боли в спине и пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Впервые у него приступ боли произошел 2 года назад, когда он при становой тяге поднимал порядка 95 килограмм. Тогда боли длились порядка месяца. Ему было тяжело ходить, сидеть, вставать, он тяжело вообще передвигался. Но тогда об операции, каком-то специфическом лечении речь не шла. Ему казалось, что это ненадолго, и это скоро пройдет. И действительно, ему стало легче. И он вернулся к обычным своим занятиям. Естественно, исключил подъем тяжестей. Но боли его периодически о себе напоминали. Боли в пояснично-крестцовом отделе периодически о себе напоминали и повторялись где-то раз в месяц. Настоящее обострение у него случилось 2 недели назад, когда он решил возобновить занятия спортом, которые заключались в сгибательно-разгибательных движениях, без нагрузки, правда, на скамье. После этого возникли сильные боли в спине, буквально через 2 дня появились боли в левой ноге, слабость в стопе еще через пару дней развилась, появилось онемение в стопе, в пальцах стопы, в тыльной поверхности стопы. И действительно, когда я его уже смотрел, это 3 дня назад, мы видели вынужденное положение. Пациент с трудом ходит, подволакивает ногу, с трудом перемещается, не более 50, может быть, 100 метров. С трудом. Мы сделали МРТ, увидели довольно крупный секвестр между L5 и S1 позвонками, который смещен несколько влево. Тем самым жалобы больного, неврологические проявления и данные МРТ совпадали. Мы предложили пациенту операцию, трансформинальное удаление вот этого секвестра, что и вчера в час дня мы выполнили. После операции в 4 часа мы подняли больного. Он говорил, что у него все прошло, жалоб у него не было. Не считаем их достоверными. Но действительно, в течение нескольких часов после операции у пациента все жалобы прошли, он был активизирован, встал, ходил по коридору и, в общем-то, и даже не верил, собственно говоря, такому вот результату. Сегодня мы к нему подошли, мы опять подняли пациента, он ходит, жалоб у него нет, и в принципе его можно, наверное, отпустить во второй половине дня домой. Вот такая вот ранняя активизация, она достигается тем, что все-таки эндоскопическая методика позволяет минимально травмировать. Эндоскопическая методика позволяет очень щадяще относиться к окружающим тканям. По сути, мы удаляем только, можно показать на этом пластмассовом муляже, по сути, мы удаляем только тот фрагмент, который вступает в конфликт с корешком, не вступая в противоречие с окружающими тканями. А так как здесь суставы, связочный аппарат, все это играет достаточно важную роль в биомеханике движений пациента, все эти структуры остаются сохранными. Но тем самым достигается наиболее ранняя, наиболее быстрая активизация пациента. Наверное, вот.